Здравствуйте! Сегодня мы вновь расскажем вам о Российско-Кыргызском фонде развития. Но на этот раз не о выдаче льготных кредитов, а о роли привлечения льготных кредитов из других стран в Кыргызстан. Об этом мы побеседуем сегодня с членом правления Российско-Кыргызского фонда развития Айменом Касеновым. Здравствуйте! Добрый день! Аймен Абдуталипович, скажите, мы знаем, что Российско-Кыргызский фонд развития сегодня финансирует льготные кредиты для наших предпринимателей. Но нас сегодня заинтересовало то, что сегодня фонд помимо льготных кредитов еще и ищет другие пути для того, чтобы помочь нашим предпринимателям, то есть ищет пути именно зарубежных инвесторов. И вот совсем недавно вы побывали в Чехии, и хотелось бы узнать, расскажите, почему именно на этот раз вы выбрали Чехию? Чехия получилась только из-за того, что мы увидели большой интерес наших предпринимателей в этой республике. Было много запросов по оборудованию, по технологиям, которые там есть. И, видимо, вот такое вот соотношение цены и качества, оно интересует наших предпринимателей, и мы, увидев такой вот, скажем, большой спрос с их стороны на продукцию Чешской Республики, решили более активно продвигать. Каковы были цели и задачи Российско-Кыргызского фонда развития на этом форуме? Еще один момент про Чехию. Нельзя забывать, что по сложности экономики, потому какую сложную продукцию выпускает, Чехия занимает 7-е место из 185 стран мира. То есть это, по сути, страна-завод, да, так если... Или назовем его такой европейский Китай, наверное, если так пошутить можно. Вот. Цели и задачи, во-первых, это поиск новых совместных проектов по линии финансирования с Чешским экспортным банком. Что не хватает нам на сегодняшний день, это катастрофически не хватает качественных проектов, проработанных проектов, чтобы они соответствовали вообще международным уровням по степени проработанности, по инновационности, по технологичности. Так, чтобы мы могли уже на одном уровне конкурировать хотя бы на рынке евразийского сообщества. Также мы ставили перед собой задачу расширения взаимодействия с Чешским экспортным банком, увеличения лимитов. То есть привлекаются деньги сейчас только под конкретные проекты. Есть проект, есть финансирование. То есть мы должны были еще раз переподтвердить, еще раз, скажем, отточить механизмы, как мы будем взаимодействовать с ними. Потому что первые 3 проекта нами уже профинансированы на сегодняшний день через KICB банк. Наш партнер, он профинансировал там солнечные панели, да, для наших предпринимателей. Вот. И нам надо было, чтобы этот механизм стал наиболее упростить, да, скорость его увеличить, чтобы мы взаимодействие между банками и клиентами нашими, соответственно, то есть Чешским экспортным банком, нами, как фондом, и нашими клиентами, которые получают у нас гарантии под поставки чешского оборудования, были настолько быстрые, прозрачные, понятные для всех, чтобы это стало обыденной деятельностью. Да, такой. Вот эти задачи мы перед собой ставили. Ну и, конечно, для нас очень важно на сегодняшний день, наш фонд — это молодой институт развития, первый в Кыргызстане, и мы должны были на западных рынках уже продвигать имидж фонда как институт развития именно Кыргызстана, чтобы нас уже узнавали. Я знаю, что через работу через Эксимбанк Чехии нас сейчас уже ведутся переговоры с поляками, с венграми, со всей вышеградской группы, да, и со Словенией, и со Словакией мы активно ведем переговоры. Поэтому и это тоже важная задача, чтобы мы позиционировали себя как фонд развития именно Кыргызстана, и чтобы нас уже на международном уровне уже узнавали. Ну и, конечно, как я уже начал говорить, самое основное было то, что мы увидели большой потенциал. Именно наши предприниматели сами изъявили желание, да, чтобы мы такой тур организовали. А сколько наших предпринимателей побывало на этом бизнес-форуме? И, конечно, интересно, как отбирались предприниматели? Подавали специально заявки или какие-то проекты вы рассматривали? Вот этот процесс расскажите. От кыргызской стороны было 100 предпринимателей с разных отраслей, начиная от агропромышленного сектора, перерабатывающей промышленности, заканчивая энергетики, с нами были представители Министерства экономики, были представители Министерства Минсельхоза. Я знаю, что очень плодотворные переговоры они провели по этой линии. От чешских компаний, чешская сторона была представлена более 65 компаний, которые изъявили желание работать на рынке Кыргызстана, соответственно, через Кыргызстан выходить на евразийские рынки. Как отбирались предприниматели? Мы увидели большой интерес к чешскому оборудованию, чешским технологиям.
И поэтому решили организовать этот тур совместно с посольством Чехии, совместно с генеральным почетным консулом Чехии в Кыргызской республике Свен Джамбаевым. Когда поняли, что есть большой интерес, мы решили провести некий такой опрос среди предпринимателей и попросили подавать заявки уже на то, что там определили сроки, когда мы проведем, определили, выявили те, значит, отрасли, какие интересуют, какие технологии интересуют наших предпринимателей, и определили отрасли, и, соответственно, объявили конкурс через наших коллег из бизнес-ассоциаций. То есть всем дали информацию о том, что организуется бизнес-тур в Чехию, и кто, значит, хочет, тот может поучаствовать. Все, без ограничений никаких. Но когда уже заявки начали поступать, мы сперва думали, что поедем где-то, вначале думали, что где-то человек 50 соберем и поедем. Да. Но количество увеличилось, и поэтому нам пришлось расширить до 100 человек. Отбор проводился, а именно критерием был это конкретный проект. Не просто там просто человек поехал отдохнуть, да, а конкретный проект, что его интересует. Здесь мы учитывали деловую репутацию тех предпринимателей, которые с нами поедут. Немаловажный момент здесь то, что предприниматели наши сами оплачивали перелет, проживание. Чешская сторона брала на себя только внутренний трансфер, организацию, значит, выездов на предприятия. Это говорит о том, что поехали люди как конкретно заинтересованные, готовые потратить свои деньги для того, чтобы приехать с каким-то результатом. Чем отличается данный форум от традиционных проводимых бизнес-форумов, например, у нас в Кыргызстане, в других странах? Какая особенность была этого форума? Здесь было больше конкретики. То есть это был не просто бизнес-тур, а, значит, тур был организован следующим образом. Во-первых, предприниматели сами поехали за свои финансовые средства. Во-вторых, точечно ехали к тем предприятиям, которых интересовали. То есть были выезды, встречи. А в основном какие были предприятия? Вот в основном, это агросектор, большинство. Потом энергетика, значит, перерабатывающая промышленность. По текстилю у нас были вопросы, по легкой промышленности. Значит, были посещены еще заводы Шкода и Татра. Это, значит, на сегодняшний день у нас есть компании, которые интересуются представителем Автомаша, представителем Татра, то есть Шкодой, да, непосредственно интересуются. И были посещены заводы по трансформаторам и по производству электроники. Еще немаловажным отличием, в чем как бы была там конкретика, да, вот здесь. После проведенных встреч мы консультировали наших предпринимателей по тому, как правильно вести переговоры, как позиционировать себя с чешскими нашими коллегами, ну, финансовой части, да, какими инструментами они могут воспользоваться, какие возможности у нас есть со стороны поддержки фонда. И уже когда мы видели, что там, после подписания неких меморандумов о сотрудничестве уже между компаниями, мы организовывали в офисе Чешского экспортного банка трехстороннюю встречу. Предприниматели, кто хочет друг с другом взаимодействовать, Чешский экспортный банк, как финансовый институт Чехии, и фонд развития уже обсуждали конкретику, что они хотят делать, какое финансирование нужно, можем ли, позволяет ли наши мандаты это финансировать или нет. И люди уже выходили с конкретным пониманием, где они получат средства, какие технологии, с кем будут работать. То есть уже вот такая больше конкретика была, поэтому мы ждем, ну, в ближайшем будущем хороших результатов в виде реализованных проектов. Ну и, конечно, мы увидели, что ничего сверхъестественного там нет. Такие же люди работают. Все то же самое, просто чисто, аккуратно, на другом уровне. Да, более технологично, но мы понимаем, что мы идем в правильном направлении. И предприниматели у наших, я вот видел, когда, что у них возникает тоже ощущение тут уверенности, да, уже больше уверенности, потому что видят, что те же люди также делают, с такими же проблемами сталкиваются, просто пути решения разные, у них просто есть больше инструментария. К сожалению, вот на сегодняшний день мы не могли нашим предпринимателям дать возможности, ну, помогать, да, каким-то. У нас нет особых субсидий, у нас не было льготного кредитования. Все это было и в Чехии, и в других странах, поэтому они более продвинулись. А сейчас уже, как бы, получив инструмент в виде фонда, уже более уверенно мы можем заявлять об этом. И вот даже такая малая поддержка, я считаю, это малая поддержка, это недостаточно, конечно, только фонд. Но мы увидели, что предприниматели, им нужно только немного помочь, и они сами продвинутся в этом. Это самое главное отличие, что наши люди поверили в свои силы. Ну и что вы можете сказать, есть ли результаты по итогам этого форума? Я могу назвать только предварительные итоги, да? Но
без названия компании, потому что мы подписали некое там соглашение о неразглашении, потому что предприниматели, ну, тоже такие люди суеверные, пока не реализуется проект, они не будут об этом говорить. Могу только сказать о том, что было проведено порядка 17 официальных встреч. Помимо того, что посмотрели там кучу предприятий, каждый по своим направлениям, 17 официальных встреч подписано 5 меморандумов. Где-то общая сумма меморандумов это 60 миллионов. Это то, что, ну, в ближайшее время, может быть, будут реализованы. Да? Из них самые реальные 2 пока, ну, в ближайшем я так. Это по энергетике. Значит, есть 2 больших проекта по строительству здесь завода по минеральных удобрениям и завода по биоудобрениям. В этом направлении тоже мы вели переговоры вместе с нашими предпринимателями и экспортным банком. Есть готовность финансировать эти проекты. Какая стадия? Да? Предварительно подписаны меморандумы на ТЭО. Мы ожидаем к концу лета, что эти ТЭО будут разработаны, и потом мы будем делать следующие шаги. То есть есть меморандумы, которые разрабатывают ТЭО. Это уже большой шаг. По заводу минеральных удобрений часть ТЭО уже проплачена. Она будет готова где-то август, наверное, сентябрь месяц. Тоже большой проект, но он будет очень сложный, поэтому он требует такого досконального изучения. И по финансированию очень сложный будет. Но вот в этом направлении мы двигаемся хорошо. По заводу биоудобрений это наша киргизская разработка. Совместно с российскими учеными, насколько я знаю, они получили патент. Теперь, значит, они пригласили туда чешских коллег, тоже крупную компанию для управления этим процессом и для того, чтобы построить завод, да, такой. Вот. Получается, технология наша в данном случае, условно говоря, железо чешского производства может быть. Этот проект тоже заинтересовал и наших партнеров. Там будет 3 этапа. Вот, тоже они находятся на стадии ТЭО. Мы посмотрели агропромышленные комплексы, там, коровники простые, там, были на молочных заводах. Там тоже есть большой интерес по сотрудничеству. Посмотрели, что можем производить дополнительно, на какие рынки готовы мы выходить, на какие нет. То есть, ну, сравнили свои позиции с ними. Знаю, что, по крайней мере, даже если эти контакты не состоятся, но уже у наших предпринимателей есть понимание, он будет это брать, или есть сравнивать, да, или он возьмет это в другом месте. Но опыт Чехии дал ему возможность сказать, что он может самостоятельно, без излишних финансовых затрат, значит, то же самое сделать уже на уровне здесь. Конечно, есть некоторые моменты, есть такие породы, которые к нам абсолютно неприемлемы. Не подходят. Мы это посмотрели, мы видим, какие есть и плюсы, минусы. То есть уже на профессиональном уровне наши предприниматели способны оценивать, это подойдет к нам или нет. Вот это большой, значит, такой вклад. Это вот такие предварительные результаты. По итогам, значит, поездки мы составили некий опросник, и сейчас распространили среди тех предпринимателей, которые там с нами были. Я надеюсь, фидбэк хороший, мы посмотрим еще сколько там. Предварительно еще есть 15 контрактов, которые в стадии, ну, такие мелкие контракты, которые в стадии подписания и будут осуществление поставки технологий. Помимо этого мы посмотрели в рамках визита еще и как у них устроены умные города, как управляется. Я знаю, что в рамках проекта «Заком» очень большой интерес в этом направлении у нас есть, поэтому на сегодняшний день мы готовы сказать, что мы тоже, скажем так, готовимся, да, что, возможно, этот проект будет реализовываться. Чтобы быть готовым, мы должны понимать, какие технологии где находятся. Я знаю, что и представители администрации президента тоже ездили по этому направлению. Они смотрели инфраструктурную часть, тоже под большим впечатлением. Есть что брать. Есть, что, может быть, у нас самим сделать здесь. То есть тоже мы посмотрели, что мы можем сами сделать, что мы можем там взять, чтобы проект не был таким дорогим. Такие предварительные итоги. То есть осознание своего места, что мы можем, что можем у них взять. Если у них взять, то с каким финансированием, да, что мы сами можем сами финансировать или сами производить, что нам будет оптимально. Вот это тоже большой результат, который, я думаю, что нам поможет реализовать эти проекты. Потому что задача же еще стоит не только там привлечь технологии, но и научить наших людей впоследствии самим производить то, что они на первом этапе, да, мы покупаем. Но в дальнейшем мы должны сами это научиться делать. И вот с этим условием мы разговариваем, когда ставим задачи, мы говорим о локализации производства тех. Вначале мы отдаем свой рынок, да, они на нас зарабатывать будут, это все понимают, они продают нам технологии, но следующим этапом после локализации мы должны самостоятельно производить то, что на начальном этапе покупали. Этот опыт прошли все
мировые державы. Я пример приведу. С 1948 года по 1972 год Япония приобрела 24 тысячи лицензий. Сейчас где Япония находится, да? То же самое можем делать мы. Ну, это понятно. Ну, а предприниматели, которые ездили за свой счет, они довольны этой поездкой? Результатами очень довольны. Каждый пришел со своим решением. Кто-то с технологиями, кто-то с пониманием, кто-то с финансированием. А скажите, с кем еще помимо Чехии вы планируете работать в рамках международного сотрудничества? Фонд должен быть максимально клиентоориентирован. Мы смотрим на рынок. Что нужно нашему предпринимателю, туда мы идем. Нужно турецкое оборудование, мы идем на переговоры с турецкими компаниями. Есть потребность большая с российскими, по российскому оборудованию, там, российским услугам, товарам. Мы идем с российскими. Есть Росэксимбанк, который тоже входит в группу компаний ВЭБ. Она занимается тоже поддержкой экспорта российского. С ними разговариваем, с ними работаем. Сейчас были заказы по австрийскому направлению. Да, есть, мы переговорили с австрийским банком, с ними мы готовы говорить. Есть немецкое направление, Хермес, да, есть такой институт, который занимается поддержкой экспорта. С Хермесом мы готовы работать. То есть мы должны быть готовы к тем запросам, которые придут от наших предпринимателей. С японцами разговариваем. Хотят они в этом направлении двигаться, пожалуйста. Мы не должны их ограничивать. Какие технологии? Самые современные по всему миру. Видим тенденции, смотрим на потребность и идем работать в этом направлении. Ну и в завершении, конечно, хотелось бы узнать, каковы ваши планы на ближайшее будущее, что вы сегодня планируете? Планы большие. Вот в среднем для поддержания экономики, основных фондов экономики Кыргызстана потребуется 1,2 миллиарда долларов в течение 5 лет. Мы не говорим о развитии, мы говорим только, чтобы сохранить это. На сегодняшний день мы поставили себе задачу, вот, когда разрабатывали стратегию, профинансировать за счет собственных средств 700 миллионов, за счет привлеченных еще 700. То есть мы ставим себе задачу к 2021 году привести инвестиции в Кыргызстан на 1,5 миллиардов долларов. Это большая стратегическая задача. Чтобы это осуществить, мы должны, во-первых, разработать проекты, найти проекты. Это мы будем активно сотрудничать с Министерством экономики, о чем мы договорились. Да? У нас есть соответствующие бумаги подписаны, и практически каждый день у нас встречи с агентством по привлечению инвестиций. Мы должны активно сотрудничать с предпринимателями, с бизнес-ассоциациями. Мы все вместе должны найти такие проекты, которые будут отвечать современным вызовам, развитию экономики Кыргызстана в разных отраслях. Сконцентрировались на 4 отраслях. Да? Легкая промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура, машиностроение. Пусть энергетика будет, но мы должны такие найти проекты и создать их, чтобы он имел максимальный мультипликативный эффект с точки зрения доходности, с точки зрения занятости населения, с точки зрения инновационности, с точки зрения развития. Это наша общая задача, в которой мы видим себе активную роль для того, чтобы привлечь на такие проекты достаточно дешевое финансирование, чтобы мы могли иметь простор оперативный. Вот такую задачу мы ставим. Самое главное, мы идем за рынком, за теми трендами в мире, которые есть, смотрим, что нам нужно, где наша роль, место. Вот сейчас идет полное обсуждение, ребята там с Министерства экономики разрабатывают там стратегию развития там, до 40-го года. Да? Мы тоже будем активно в этом участвовать. Как инструмент правительства, как инструмент Министерства экономики по привлечению средств и проектов. Такие планы. Аймин Абдуталипович, большое спасибо вам за интервью, и мы надеемся, что эти планы, то, что вы сейчас наметили, будут выполнены. Мы желаем вам успехов. Спасибо большое.